Ситуация с коронавирусом в последнее время ухудшается, и основной акцент, который необходимо сделать на всех УИКах и ТИКах – антиковидные меры. По словам председателя избиркома Мусы Евлоева, все необходимые средства защиты уже закуплены. На каждом участке предусмотрят маски, диссредства, а за час перед открытием проведут санитарную обработку помещений. Здесь же на 805-м участке, открытом на базе ДК Нестеровского, предусмотрены дополнительные входы и выходы для избирателей. В дни выборов на 3 избирательных участках села ждут около 7 тысяч голосующих. У нас здесь двойные двери, вот двойной вход один, выход другой будет. Укажем, где можно будет заходить, чтобы не было столкновения людей между. При этом все гигиенические условия созданы. Вот они стоят, антисептики, маски будут. Конечно, будут у нас работать волонтеры. Потом есть запасной выход боковой двери с правой стороны. Выборы депутатов в Госдуму России и Народное собрание региона будут проходить 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. До масштабного политического события чуть меньше месяца. На этих выборах как избирателей, так и членов УИКа ждет немало новшеств. Ознакомить их с ними – цель таких семинаров, организованных избиркомом региона. К примеру, прозрачность и чистоту на голосовании обеспечит видеонаблюдение на пунктах с прямой трансляцией. С 47 участков 9 территориальных комиссий и избирательной комиссии республики – это вот прямая трансляция. Кроме этого, практически на всех участках и всех остальных будет осуществляться видеонаблюдение, но процесс видеофиксации, то есть без трансляции. Изменился и порядок хранения бюллетеней. По истечении каждого из 2 дней голосования их поместят в отдельный сейф-пакет с индивидуальным номером и запечатают. Повредить или вскрыть его не получится. Сейф металлический шкаф, А кто тут? Бийсен. Бийсен. Сейфа, дата хожья, лахтыжыз, ухомус, азутыжыз, видеорегистратор. Обязательно, халезуахт. Ну, ящик, а вот такие, цитаты халат, да, камеры, цичуалыжа, фойе, камер. Вот из камер, цугамера, обаргуш, хунгилыш, ящик для голосования и сейф-пакет, цичерха и металлический шкаф, и цичдаждах. В дни выборов на 137 избирательных участках по всей республике будут работать 1500 представителей УИКов. Для сотрудников комиссии проведет подготовительные курсы и протестирует перед выборами Российский центр обучения избирательных технологий. Участники получат сертификаты о повышении квалификации. Еще одно нововведение – интерактивный блокнот. Он поможет членам УИКа подготовиться к проведению выборов. Члены комиссии протокол Комната для молитвы, матери и ребенка, медпункт. На каждом из участков предусмотрят комфортные условия для всех избирателей. Для безопасности участки оборудуют металлодетекторами. На страже порядка будут сотрудники правоохранительных органов. Помогут в работе и волонтеры. А для тех, кто не может проголосовать на участке по месту регистрации, действует еще одно новшество – система «Мобильный избиратель». Речь идет о том, что человек должен составить заявление о том, что он в дни голосования будет находиться в другом месте, не в том месте, где он имеет регистрацию, и его перепишут на этот участок, и он будет голосовать на том участке. Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно на портале госуслуги через МФЦ или ТИК. Прием таких заявлений от избирателей начался 2 августа. На сегодняшний день в регионе поступило уже более 1000 заявок. Кому состояние здоровья не позволит прийти на участок, сотрудники УИКа также приедут на дом. Подготовка участковых и территориальных избирательных комиссий начнется за 10 дней до выборов. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.